Преображение прямо с порога. В лицее изменилось абсолютно все. Школу можно назвать совершенно новой альма-матер. Вместо тусклых и мрачных стен теперь белые. Каждый кабинет и уголок здесь стал светлым и просторным. Капитальный ремонт сделали качественно и с опережением графика. Яха Зурабова работает в лицее со дня его открытия. Она даже наблюдала за строительством здания. Эти стены стали для нее родными. Признается, прощаться со старой школой было трудно, но альма-матер со временем перестала отвечать современным требованиям. Все красивое когда-нибудь стареет, изнашивается, к сожалению. 27 лет нашему лицею. Мы его любили в том виде, в каком он был. У нас была очень замечательная школа. А теперь она другая, она более современная, чистая, светлая. Наши красные окна теперь стали белые, наши желтые карнизы стали белые. Был голубой линолеум, а теперь красивый современный ламинат. У нас новая мебель во многих кабинетах. Мы находимся в кабинете химии, здесь тоже обновленная новая мебель. Мы устанавливаем свои интерактивные доски, компьютеры. В лицее изменилось все. Окна, двери, полы, кровли, появились подвесные потолки, новое освещение, поменяли и отремонтировали уборные, канализационную систему и даже закупили некоторую часть мебели. Старые потрепанные парты тоже остались в прошлом. Мы очень счастливы, что в этом году мы вошли в совершенно новое, красивое, светлое здание своей родной школы. Потому что здание было серым, нуждалось в ремонте. Наша школа сегодня обрела вторую жизнь. А мы, педагогический коллектив лицея, наш директор Марьям Борисовна Шадыжева, сделаем все, чтобы дать глубокие, прочные знания, и чтобы наши дети поступали в престижные вузы и имели хорошие в будущем профессии. Капитальный ремонт начали в мае этого года. За короткий срок строители смогли сделать почти невозможное – завершить работы до 1 сентября, чтобы учащиеся смогли встретить День знаний в родном лицее. Вызвались помогать в этом во время летних каникул и сами школьники. Мы чинили кабинеты, мы заносили парты, стулья, столы, все учителям помогали. Школа разительно изменилась. Все обновили, новые окна. Мы очень потрудились ради нашей школы. Все приходили, работали. И в итоге у нас красивая новая школа. Более 1000 детей вынуждены были окончить последнюю четверть в 18-й Назрановской школе. Но сейчас эти скитания в прошлом. Сам лицей был построен еще в 1996 году. Лицей находится рядом с прудом. Фундамент немножечко осел, стены пошли трещинами, и здание нуждалось в ремонте. Капитальный ремонт провели в рамках федеральной программы модернизации школьных систем образования. Это стало возможным по поручению и под личным контролем главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Зелимхан Калоев, Мухаммад Белакиев. Новости 24.